жерге барамыз. Қайырлы күн, достар. Бүгін 4 апрель 2023 жыл. Мына кім? Бекишев Ермек екеуміз. Мында одиночный пикетке келіп тұрмыз. Бекишев Ермектің талабы уволить нечестных судей дейді. Қасымова МТ, Каракузова СО, Кукжалова АГ. Сосын меніңкі кім еді? Ермағанбетова КА судья. Верите, да, в честные суды? В честные суды верите? Уволить нечестных судей. Касымова нарушает права инвалидов. Касымова, Каракузова, Кукжалова, Ермағанбетова. Менің судьям Ермағанбетова. Соны жазып. Ермағанбетов — это вот такие нечестные судьи, которые нарушают права инвалидов, ущемляют их права. Не дают ни права на защиту. Эфирді бөлісіп, лайк басып қолдап отырыңыздар, достар. Мына соттардан шаршадық Қазақстандағы нечестный. Оставьте комментарии, делитесь видео. Нечестный судьялардан шаршадық. Зомбированы, порабощенными, бесхребетными, безвольными. Мы свободный народ. Уволить нечестных судей. Касымова МТ, Каракузова. Именно эти судьи нарушили мои права. Каракузова С, Кукжалова АГ дейді. Верховный судья обратил внимание на этих вещей, чтобы Министерство юстиции обратило. Чтобы уволили их, просто уволили. Табай былай қарай тұр, неге қарай, я? Көрінсін. Мына жақ көрінсін. Сен ұстап тұра бер, мен айдай салам сенің машинаңды. Колясканды. Осылай тұра бер. Сейчас. На фоне здания, да? Да. Сейчас. Кірек молчақ, қосып көрсіп кірек. Алсыз лошын. Вот. Бұл жерде аудандық соттар. Систематически. Вот, Бекишев Ермек уволить нечестных судей дейді. Потому что ешқандай инвалидтердің правасы сақталмаған. Они мои нарушили права, не предоставили мне право на защиту, не вызвали ни меня, ни адвоката. Вообще провели суд без меня, без моего адвоката, вынесли решение, арестовали имущество. Таким образом лишили меня права средства передвижения таким образом. Теперь приходится где-то на коляске, на комнатной коляске я вынужден передвигаться вот по лужам, по асфальту, поэтому. Вообще-то жоғары соттың алдына баруымыз керек еді біз. Верховный соттың алдына. И туда сейчас поедем. Сейчас уже тепло. Я буду, наверное, проводить такие пикеты как можно чаще, чтобы народ знал вот таких вот нечестных судей, продажных, которые нарушают права граждан своих. Просто не просто рядовых, даже те ущемляют права тех слоев, которые ущемлены, у которых нет здоровья, нет возможности как-то защищать, отстаивать свои права. Они пользуются вот этой вот эфирді скриндап, прямой эфирді неге түсіріп, экранға түсіріп бөлісіңіздер, достар.
поделиться етіп. Уволить нечестных судей Касымова, Каракузова, Кукжалова, Ермагамбетова. Машины заезжают. Чтобы они потом не говорили, что я тут препятствую проезду, передвижению. Хорошо. Им причину даже не надо, они просто штрафуют. Если турма дауса. Давление Дауса, если турма. разного рода. Да, давление. Вот, например, мне уже несколько лет как заблокировали мой счет Каспий. Я не могу пользоваться Каспием. Мне заблокировали его, накладывают какие-то аресты. Суд исполнительный вообще, что попало. Но когда у нас нечестные суды, конечно, у нас уже от этих нечестных судей растут, как отростки такие. Это нечестные суды исполнительные, частные судебные, вот эти вот исполнители, которые потом арестовывают, счета, не смотрят, инвалидность есть, нету. Человек в какой ситуации, трудной, нетрудной жизненной ситуации находится. Им без разницы, они вот, нечестный судья вынес нечестное решение, все эти судебные приставы начинают дальше давить, душить, короче, людей. Таким образом, я не знаю, они чего добиваются, чего они добиваются. Уволить нечестных судей. Человек аж испугался. Слышал, аж испугался. Народ насколько боится, запуган, ужас. Блин, один из писателей правильно подметил, что страх, он подавляет волю человека. Человек становится безвольным, он теряет волю. Все, из-за страха он парализован и как раб становится. Все, он может на себя взять все, что угодно под страхом. На него могут навешать все, что угодно там, что он делал, что не делал даже. От страха человек берет на себя. Но хуже всего, что в Казахстане судят еще и покойников. Ладно, они судят здоровых, ладно, судят больных. Они даже покойников судят. Где это видано? Прошу обратить международное сообщество, ООН, по правам человека, в ПАСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы по правам человека. В Казахстане судят инвалидов нечестно, судят даже покойников, это еще ужаснее. Выкапывают из земли, судят их там по каким-то надуманным статьям. И я не знаю, они что, покойников будут также потом брать под стражу, потом этого труп, что они будут отвозить в тюрьму, и в тюрьме, что ли, закроют в камеру труп? Смысл судить покойника, когда высшая мера наказания смерть, и человек уже ее получил, смерть, уже наказан, он уже мертв. Почему судьи у нас судят еще? Это же беспредел, это уже крайний маразм, уже это так зашкаливает маразм. Что это не человечество это уже. Не просто нечеловечность, это вообще это ни в какие рамки, вообще мыйга испытательный нарсе горбу, когда, как можно судить покойника? Поэтому очень много у нас нечестных судей. У нас нормальных судей, наверное, как вымирающий вид уже. Их нет просто, их там единицы остались. И то, наверное, они ушли по собственному желанию, потому что просто не хотят участвовать в этом беспределе, быть соучастником этого преступления против человечности. Поэтому я требую уволить нечестных судей. Уволить нечестных судей. Пособники преступного режима, пособники диктатуры, они должны нести коллективную ответственность вместе
со всеми преступниками, которые, добравшись до власти, считают себя там богами, посчитали, или богоподобными. Народ не должен молчать. Вы оглянитесь вообще по сторонам, вы посмотрите, как плохо живет народ. Живут хорошо только вот эти, те, кто продались преступному режиму, вообще участвуют в этих репрессиях. Они вроде бы, ну как, они даже и не хорошо-то и не живут, они, может быть, на 2 кусочка хлеба больше съедают, а живут также в этой же стране, в этом же разрухе, в этом беспределе живут. Единственное, что они на 2 кусочка больше получают за то, что участвуют вместе с преступниками, подельники, грубо говоря. Поэтому я пользуюсь своим правом, это 32 статьей Конституции. Я имею право выходить на пикет одиночный и требовать. Я не могу с ними драться там или еще что-то. Это противозаконное, я понимаю, поэтому это я в рамках закона выхожу на одиночный пикет, требую. В этот месяц, священный месяц, Ораза, и, естественно, что там, люди проклинать будут. Не то, что будут, уже проклинают. Я это вот, выйдя, требуя уволить и Нечестных судей. нечестных судей, я даже проклинаю их, честно говоря, проклинаю их. Будь вы прокляты, нечестные судьи, нечестные на руку вообще, которые давали присягу, присягали на верность своему народу, всем тем, кто присягал, и все те, кто нарушил эту присягу, адвокаты, судьи, прокуроры, милиция, и вот, полиция, милиция, полицаи, все те, кто нарушил присягу, Конституцию, будь вы прокляты, я вам так скажу, будь вы прокляты, с вами драться там, как-то еще что-то, нету ни здоровья, ни желания вообще. Просто единственное, что требовать вашу отставку, и будь вы прокляты. Эфирді бөлісіп, лайк басып қолдап отырыңыздар, достар. Уволить нечестных судей. Касымова, МТ. Судья Касымова, судья Каракузова, судья Кокжалов. Это городская коллегия, городская судебная коллегия. Потом судья Ермагамбетова, судья Есильский. Все те, кто незаконно судят граждан, политзаключенных осудили. Все те судьи, которые здесь не написаны, но все те, кто проводят судилище, не суды, а судилище. Это вот пришел, осудил нагло, без права на защиту не дав. Просто вот штампуют всех под одну, метут, как говорится, метелку. Незаконно судят за выход на митинги, за то, что граждане пользуются своими гражданскими правами, выходят на митинги, за то, что их судят. Будьте вы прокляты, судьи. Вы судите свой народ, и ваш народ вас же и проклинает. Оно хоть видно, да, не отсвечивает, видать? Да, видно. Видно. Уволить нечестных судей. Касымова, МТ. Каракузова, СО.
Кокжалов АГ, да? Получается, Сосын Ермагамбетова. Хасымова МТ и Каракузева, а это уже Кокжалов. Это вот городская судебная коллегия. То есть они нечестные коллеги между собой, как судьи, они нечестные. Кеше Әбләзовтың шақырған митингісінен кейін бүгін ұйықтап жатқан сияқты бәрі. Уф деп. Да не будет им покоя. Простой народ с тобой дейді. Алла жар болсын, Алла сені қолдасын дейді. Дәмелі Сабыр қызы. Садвакасова Ая тәтеміз қолдап жатыр ол кісіде. Нелерді шақырып жатыр. Шетелдің нелерін тегит етіп жатыр. Осындай Қазақстан. Уволить нечестных судей. Судья Ермагамбетова. Халжан. Исильский районный суд менің немді отказ қылған сотымды отменен қылды. Қарабет соттар. Вот біз Астана қаласында тұрмыз. Кенесары аудандық соттар дейді. Міне бұл жерде кімді соттаған? Махамбет Абжанның соты болған бұл жерде. Судья, фамилия как, который судил Махамбета? Махамбет Абжанды ма? Қазір. Ұмытып тұрмын сол Махамбет Абжанды соттаған судьяның атын. Ее вообще уволить надо. Журналиста, ё-моё, осудить. По надуманным вообще каким-то непонятным, каким-то, я не знаю, статьям просто напридумывали сами себе. Незаконно осудили журналиста, который показал всю правду, оголил их, можно сказать, опозорил, не то что опозорил, он просто показал правду, что на самом деле. Он показывал правду. Да, показывал. Журналист, его незаконно осудили судьи. Именно Тоқаевтың анау жиені Избастин, Қаныш Избастиннің жасаған нелерін Вообще судью открыто показал. Должен Гаагский трибунал их всех должен ждать. Уже ждет. Вот осылай біздің жағдайымыз. Все судьи подотчетно диктаторскому режиму Нашарбаева, Томкаева дейді. Я. Уволить нечестных судей. Так недовольно посмотрел, как будто сам судья. Да? Кошмар. Может быть, да. Сам судья может. Да Недовольный қарап Да тұрады. не похож. Пешком жүрмейді десе. Вот Астананың Кенесары 3-те тұрмыз. А? Хотя вообще не поймешь так. Анда кетті әне. Народ нет, чтобы... Смотри. Ермек, туда пошел он. Да и пусть идет. Туда ему и дорога. Куда он? Он какой-то сол соттың ішінде бір саласында істейді, сол ұнамай тұрғаннан
мына неге ұнамай қарап кеткені ананың ішінде істейді ол. Потому что жай халықты ол жаққа жібермейді. Это прохожие должны обращать внимание, быть не безразличными. Здесь надо обращать внимание на судей, на прокуроров, на министров, на правозащитников, на журналистов. Есть те честные, которые показывают правду, борются с диктаторским режимом. А есть те продажники, которые просто плевать. Вот ермек. Вообще күн шағылысып көрінбей тұрсыз. Күн шағылысып көрінбейді. Өзімді көре алмай қойдым. Уволить нечестных судей. Судья Қасымова, Қаракузова, Көкжалова, Ермағанбетова, Қарабеттер. Оларды Қарабет спискіге қосу керек бұл судьяларды. Зато бүкіл тарихында шығып тұрады Қарабеттер. Қарабет судьяларды, Қарабет прокурор, Қарабет полицияның бәрін кейін бір районға орналастырамыз. Әділдік орнаған кезде. Сосын свет суын бәрін өшіріп қоямыз. Как будет жить, они посмотрим. Свет, су, тепло. Тепло. Да, бәрін өшіріп қою керек. Бір районға орналастырып бәрін. Кнопку сделать, чтобы любой, кто хочет, подошел, нажал на кнопку, чтобы там... Да, дәл қазіргідей олардың өзіне генотип жасау керек. Чтобы тұқымы көбеймеу үшін. Ондайлардың тұқымын көбейтпеу керек. Қарабеттердің. Галюша, наш батыр, Галюша, жаным, Галюша. Азамат. Жақсы, жақсы. Воска дұрыс айтасың. Иә, тюрмаға жабамыз, строгий режимға дейді. Жоқ, ана ұрпақтарын айтамын да, балаларын, қазір ана шетелде оқып жатыр ғой, барлығын балалары. Балалары, неберелері бәрі сол жақта лечение алады. Шетелде лечение алады, шетелде оқиды олар. Қазақстанның несін менсінбейді ғой олар. Қазақстанның білімін менсінбейді, Қазақстанның медицинасын менсінбейді олар. Құлдар лечение алады Қазақстанда, құлдар оқиды. Қазақстанда тупой медицинасымен, тупой білімімен құлдарға болады пойдет дейді да. В моем инстаграме много смотрят. Давайте. Что у вас здесь? А у вас в инстаграме то, что смотрят, вы там показываете что? Я адвокат. А, вы адвокат? Да, я показываю как раз. Давайте здесь. снимайте. Если хотите, я не против. Видео снимайте или фото снимайте. А у вас что произошло? Решение. Касымова об этом что?
Да, она Потом- там. Я знаю, она... Также это Касымова Потом Ермагамбетова. судила политзаключенных незаконно, просто проводила судилище, не суд, а судилище. Просто осудила и все ни за что. У нас таких много судей. А вас осудили? Меня лишили имущества незаконно. Понимаете? Я являюсь инвалидом первой группы на коляске. У меня это комнатная коляска. Но я сам являюсь водителем много лет. И получается, я покупал автомобиль. И данный автомобиль, который я приобрел, не новый, естественно, старый, он сломался. И пока он был на ремонте, стоял, хозяин каким-то образом, и то не хозяин, хозяин умер. Потом непонятно, как наследница сняла с учета, не имея на руках ни единого документа на машину, ни самой машины. Просто пошла и сняла с учета. Таким образом, я не знал, я потом спустя время какое-то отремонтировал машину, выехал, и эту машину гаишники забрали на штрафстоянку. Сказали, поставишь на учет, заберешь. Найди хозяйку. Я нашел хозяйку, она отказалась каким-то образом завершить сделку с оформлением автомобиля, со всем этим. И в итоге пришлось через суд добиваться. Суд первой инстанции, получается, решил, Сарыаркинский суд первой инстанции, он решил так, что разрешил мне поставить машину на учет, так как автомобиль уже участвует в дорожном движении. И разрешила поставить на учет. Но почему-то наследница не устроила данное решение, и она подала, получается, на апелляцию, да? Разве апелляция от Городской суд. Она Левый подала берег, в городской левый берег, суд. да? И городская Да, коллегия... И Сильский Да, где? и городская коллегия вынесла решение так, что я теперь не могу забрать машину. Просто если Я вы вынужден- хотите уволить Касымову, вам же желательно Висильский районный суд. Это городской суд где находится? Это Исильский район где? Там. Висильский район здесь как раз таки этот Сарыаркинский, те люди, судьи, которые вам удовлетворили ваши. Но ее фамилии здесь нету. Я просто хочу, чтобы они увидели также, какие коллеги у них. И что их коллег я просто требую уволить. Я не требую тех судей, потому что данная коллегия, она не вызвала меня, не вызвала моего адвоката, не дала права на защиту вообще. Уволить их могут только по указу президента. Их же назначает указ президента. Вам надо либо в администрацию президента поехать и там показывать. Зачем? Либо Я в Верховный провожу, суд. я провожу пикет, и возле каждого суда я просто покажу, чтобы видели их коллеги, что происходит с их коллегами, когда они нечестно судят. Они, может, думают, что народ осудил, и все, А можно... вы можете вот так встать? Я уже и так стоял, и так стоял, я Проходит уже фото, позировал, и так, и так. А так, я поеду сейчас и в Исильский, и в Верховный суд, и покажу и до Верховного судьи, и в Министерство юстиции. Пусть обратят внимание. Данная судебная коллегия лишила меня права на защиту, провела судебное заседание без меня, без моего адвоката, вынесла решение, вообще не дала решения на руки. Таким образом, все это устроили там закулисную возню свою. Поэтому данную судья Касымова, она также судит политзаключенных, незаконно не судит, а проводит судилище. Адвокаты тоже оставляют желать лучшего. Честное слово, говорю как есть, то, с чем я столкнулся. Многие адвокаты повторяют все то, что говорит продажный судья. Прям слово в слово. Пытаются убедить еще в том, что там бесполезно. Они даже сами не отрицают, что у нас система преступная, коррумпированная. И они... Я просто в шоке от таких судей.
и от таких адвокатов, от прокуроров. Они не относятся никаким образом к карательному органу. Например, карательный орган — это полиция, КНБ. Но они не относятся, но ведут себя куда хуже, чем даже полиция. Они судят, они решают судьбу человека. А вы Верховный суд подавали? Подал Верховный суд, да, я подал Верховный суд. Я сегодня поеду пикетировать еще и в Верховный суд. Надо будет, каждый день буду выходить на пикеты возле зданий суда, возле администрации президента. Пусть обратят внимание на этих продажных судей. Siz advokat mı? Да. Ладно. Сейчас мы. Вот. Что там, Верховный говорит? Да, обязательно. Верховный, городской суд. Сюда я приехал, здесь все районные судьи. Пусть увидят, какие у них коллеги. Пусть знают, с кем они работают. Кремом, ну? Да, крем. Городской суд анау неде? Қазір айтамын. Білмеймін, мен барып жүрген соттың аты не дейді? Исильский. Исильский районның қасында, короче, городской сот болғадым. Исильская, это неде, левый берег-то. На левый берег мы пойдем. Потом Верховный суд. Потом есть еще там, что какой-то совет при Верховном суде. Напротив здания Верховного суда. И всех нечестных, пусть знают сами своих нечестных коллег. Что, пока время есть, поедем Да. на остановку. Поедем на левый берег. Қазір мен махаббат бірдеңе жазып что-то түсінбей тұрмын. Көрініп тұр дейді азамат. Почему многие комментарии скрыты? Кто фильтрует Facebook дейді. Ол болса, комментариялар өшіп жатыр ма? Я что-то бірдеңе болып тұр Facebook'um. Мен Facebook'ыма да кіріп алған шығар бұлар. Бұлардан бәрін күтуге болады. Чё? Пойдемте. Там пока. Все. Пойдемте. Енді городской судқа барамыз и Верховный судқа барамыз. Сол жақта күтіңіздер. Жақсы. Аяс Адвокасова тәте телефонын қалдырса болар еді жекеге. Жақсы, осымен аяқтаймын. Кто-то хочет соединиться дейді. Біреу жіберіп тұр. Қазір позже кіреміз. Верховный сотқа, городской сотқа барып. Мына жерде что-то
ешкім внимание аудармай тұр. А нам внимания не надо, нам главное, чтобы провести, снять эфир. Зачем нам их внимание? Пусть смотрят и обращают внимание на тех судей, а не на нас. Жақсы. Делить